Здравствуйте, в эфире выпуск новостей. В студии Фатиме Сейдамитова о последних событиях прямо сейчас. Крымско-татарский бизнесмен и меценат Рисуль Велиляев на свободе в родном Крыму. 11-летний Валера Ковган нуждается в нашей помощи. Ему необходима дорогостоящая операция в Южной Корее. 20 стендов с фотографиями ведущих, спортсменов и тренеров полуострова украсили центр Симферополя. 30 тонн крымского мороженого отправили в Китай. Нет подорожанию связи. Такой мораторий объявлен в Крыму и Севастополе. Операторы МТС не будут изменять условия тарифных планов. Решение приняли на совещании в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Оно прошло по инициативе главы Крыма Сергея Аксенова. В нем также приняли участие Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым и мобильные операторы. Вскоре после отмены внутрисетевого роуминга на территории России крымчане стали получать СМС-сообщения с уведомлением о повышении тарифов на мобильную связь. Нам удалось добиться приостановки этого решения. Представители правительств Крыма и Севастополя войдут в рабочую группу по согласованию тарифов на мобильную связь для абонентов полуострова. Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов. Создана сейчас рабочая группа, в которую входят представители от Министерства внутренней политики, информации и связи, от города федерального значения Севастополь. При Министерстве цифрового развития рабочая группа по вообще развитию мобильной связи в Республике Крым. Благодаря непосредственным усилиям главы республики Сергея Валерьевича Аксенова. Уже после 12 августа, как ранее было заявлено, что операторы связи повысят тарифы, повышения такого не будет. Крымский бизнесмен и меценат Рисуль Велиляев освободился из-под стражи и уже встретился с муфтием Крыма. Хаджи Эмирали Аблаев поздравил его с выходом на волю, возвращением в Крым и к своей семье. В свою очередь Рисуль Велиляев поблагодарил муфтия за содействие и помощь в его освобождении. Наша задача, как религиозных деятелей, помогать мусульманам. Мы вместе с вашими близкими разделяем радость видеть вас среди нас и желаем, чтобы вы продолжали свою деятельность. Это увидим мы и весь наш народ. Желаем вам здоровья, силы. Спасибо, что пришли. Спасибо всем, кто молился за меня, кто делал дуа в те сложные дни. Отдельная благодарность вам, уважаемые муфти. Благодаря вашему ходатайству мне изменили меру пресечения. Я получил возможность вернуться в Крым и воссоединиться со своей семьей. Всем нам надо трудиться во благо народа. Если мы будем вести созидательную деятельность, мы сможем сохраниться как народ, сохранить свою культуру, свою религию, традиции и обычаи. Поэтому дальше только сплоченная работа. Рисуль Велиляев – основатель благотворительного фонда имени Бекира Чубанзаде. При его поддержке построена центральная мечеть в Белогорске. Напомним, предприниматель был задержан 26 апреля прошлого года. А в его магазине правоохранители провели обыск. В результате против мецената было возбуждено уголовное дело за хранение продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Под стражей он находился более года. Украинская прокуратура завела уголовное дело на Сейтумера Неметулаева. Руководителя общественной организации «Карамборлега» подозревают в том, что он помогал самообороновцам и российским спецслужбам. Финансировал их и организовал штаб и жилье. Об этом сообщается на сайте так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым. Сам Сейтумер Неметулаев уверен, доказать его вину силовое ведомство Украины не сможет. К тому же наказывать нужно не его, а организаторов энергоблокады, считает крымско-татарский общественник. Во-первых, я никого не финансирую. В 2014 году я подъезжал к украинскому посту, тогда был главой администрации Генического района. Там стояли беркутовцы, и надо было просто открыть для людей туалеты. Пусть они еще докажут, кто и кому сколько денег дал. У них нет никаких доказательств. Если кого и нужно привлекать к ответственности, так это организаторов энергоблокады Крыма Мустафу Джемилева и Ленура Ислямова. Их нужно наказывать, а не меня. Сотни миллионов гривен как в бездну. Счетная палата Украины выявила колоссальные нарушения в освоении бюджетных денег коммерческим телеканалом АТР. В отчете счетной палаты указано, что с 2016 по 2018 год по данной бюджетной программе было выделено более 149 миллионов гривен. 123 миллиона гривен были использованы на поддержание работы телеканала АТР в Киеве. Однако самым важным является факт того, что использование этих средств не было согласовано с нормами бюджетного кодекса
Кодекса Украины. Финансирование, предусмотренное на строительство школы в Херсонской области и на реконструкцию системы централизованного водообеспечения в Геническом районе, были направлены на работу телеканала АТР. Из документа Счетной палаты следует, главным лоббистом выделения миллионов бюджетных денег был тогда еще нардеп Рифат Чубаров. Аудитом было выявлено, расходование денег шло в нарушение законов Украины. Напомним также, что Верховный суд Крыма заочно арестовал журналистку украинского телеканала АТР Гульсум Халилову. В настоящее время девушка объявлена в розыск по уголовному делу об участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства. Это попадает под действие статьи 208 Уголовного кодекса России. Государственный совет Крыма досрочно отправил в отставку уполномоченного по правам человека в регионе Людмилу Лубину. Соответствующее решение принято на внеочередной сессии республиканского парламента. Омбудсмен проработала на этой должности 5 лет. Глава администрации крымского курортного города Саки Андрей Ивкин ушел в отставку по состоянию здоровья. Об этом сообщил Крыминформ, ссылаясь на источник в правительстве республики. Андрей Ивкин занимал пост с сентября 2014 года. Эксперты Роскачества в рамках винного гида России приехали в Крым в поисках качественного и недорогого вина. Это самое масштабное исследование, которое когда-либо проводилось на одном из крупнейших заводов полуострова – Массандра. Наш коллега Мухаммед Зикиряев расскажет, как специалисты изучали винодельни республики. До начала сезона по сбору винограда осталось меньше месяца. Трактора уже начали опрыскивать ряды плантации серой. Для того, чтобы ягода была сочной и сладкой, рабочие каждый день поливают виноградники. Именно этот участок Массандры площадью в 4 гектара поливают вот таким вот дедовским методом, по бороздам. Для того, чтобы виноград созрел равномерно, нужно взять вот такую вот тяпку, открыть арык и наблюдать за процессом всей работы. Гроздь созревает за 2 месяца и получается вот такой вот сладкой и красивой. В принципе, потихонечку, небольшой струечкой, чтобы каждый рядок затекало по чуть-чуть. Обрезка, подвязка, обломка и полив винограда сорта мускат белый. Всю эту работу выполняет Антон Кузнецов. Мужчина уже 5 лет работает на полях Массандры. Приятно видеть плоды своего труда, что не зря время потрачено, что урожай собирается, в принципе, приятно работать на свежем воздухе. Этот участок виноградника находится прямо в центре горы Аюдак. Виды впечатляют, но у Антона даже нет времени смотреть на красивейшую природу. Насчет видов это некогда смотреть, надо работать, чтобы все успевать, все сделать, потому что если будешь засматриваться на виды, виноградник зачахнет. На сегодняшний день в Крыму 19 тысяч гектаров виноградников. Приезжим нравятся наши массандрусские вина. Они любят ликерные, десертные наши сорта, чем мы славимся. У нас сортовой состав разный, но этот сорт конкретно будет созревать в конце сентября, в начале октября. Он наберет полной зрелости и будет производиться уборка. В этом году Министерством сельского хозяйства планируется посадить более 800 гектаров виноградников. Например, весной была совместная поездка, мы презентовали совместно с Массандрой крымские вина в Китае, поэтому идет активная борьба за китайский рынок. Вообще китайский рынок является наиболее перспективно развивающийся, поэтому мы знаем, что уже отгружают туда Массандра продукцию и в Китай. То есть это ближнее зарубежье и Китай в первую очередь. Экскурсия по заводу Массандра в Ялте для экспертов Роскачества началась с подвалов хранения. Это вертикальные цистерны для выдержки вина, для хранения вина, не для выдержки, для хранения вина. Больше про них, что еще, они с рубашками, для того, чтобы можно было подавать холод и поддерживать температуру. Но поскольку здесь сейчас температура постоянная в этом помещении 14 градусов, то пока мы не нуждаемся в этом. Но возможность такая есть. Специалисты на полуострове с 6 августа до приезда в Крым изучали винодельни Краснодарского края. Предприятия были выбраны для того, чтобы их товар вошел в рейтинг хороших продуктов. А сегодня мы приехали в Массандру для того, чтобы наши эксперты делают предварительную дегустацию и отбор вин для винного гида России, который мы публикуем ежегодно. Как вы знаете, в прошлом году мы отобрали 211 лучших вин и опубликовали эти результаты. Это всего по стране. Мы представляем в нашем винном гиде
Вина, во-первых, популярные, их тираж должен быть не менее 50 тысяч бутылок за одного наименования. Во-вторых, это вина должны быть недорогие, чтобы граждане могли себе позволить и с удовольствием их попробовать и выпить. Производство тихих вин, такие как ликерные, столовые, в Крыму по сравнению с 2014 годом выросло в 3 раза. Сейчас предприятия региона могут разливать до 500 000 литров вина в год и перерабатывать до 300 тысяч тонн винограда. На заводе «Массандра» работает более 600 человек. Эта система помарочного учета наносит уникальный код на бутылку и позволяет идентифицировать, то есть защитить товар от подделок. На самом деле работа очень шумная, поэтому необходимо одевать вот такие вот наушники. Сейчас выработка на предприятии «Массандра» составляет более 6 тысяч бутылок вина в час. Сейчас с вами находимся в цехе выпуска готовой продукции. Практически на линии розлива. Этот цех у нас оборудован 2 линиями розлива, которые работают у нас одновременно. После Крыма экспертная группа Роскачества отправится в Севастополь, Ростовскую область и Дагестан. В целом по России она должна оценить более 1000 наименований вин. В прошлом году первые места в категории красных и ликерных вин заняли крымские производители, а розовая попала в топ-5 лучших в России. Мухаммед Зикиряев, Эльдар Заитов, телеканал «Милет». Микроцефалия головного мозга. Такой диагноз поставили 11-летнему Валерий Ковган. Чтобы болезнь не прогрессировала, ему необходима дорогостоящая операция в Южной Корее. Мать Валеры воспитывает ребенка одна и не в состоянии оплатить лечение. Подробности в сюжете Севили Меметовой. Каждое утро Марина Ковган начинается с массажа своему сыну. Валерии 11 лет. Диагноз – микроцефалия головного мозга. Это патология, из-за которой останавливается рост и развитие черепа ребенка. Я много куда обращалась, писала и в Москву писала, и в Константину Хабенскому, там многие знают. Вот, в эти фонды писала, помощи просила и на лечение. Но Москва нам отказала, потому что у нас диагноз не лечится. Даже мы вот недавно собирали документы, очень хорошие знакомые помогали мне, вот, чтобы на обследование. С нашим диагнозом везде отказывают. Мария Ковган ребенка воспитывает одна. Когда Валерии было 1,5 года, его отец погиб. Живут в маленькой комнате, которую выделило государство. Условий для полноценного ухода за мальчиком нет. У нас еще коляска большая, там, где нам предлагали ни коляски никуда не поставить. Пока здесь ждем. Лето вот как-то его выношу, зимой не знаю как. Придется на квартиру опять. Потому что я уже так не смогу. 2 года назад Марина позвонила на горячую линию в Москву. Там ей посоветовали обратиться в фирму, которая занимается поиском специализированных клиник для тяжелобольных. И они нашли нам, вот, берутся в Южной Корее. Пересадка стволовых клеток, хотя там многие не верят в это, но у меня нет выбора. Я пытаюсь за каждую ниточку цепляюсь. Такая операция стоит 2,5 миллиона рублей. Помочь матери-одиночке некому. Счет для перевода средств вы видите на своих экранах. Севиля Меметова, Герай Абдулаев, телеканал «Милет». Сотрудники госавтоинспекции остановили автобус, перевозивший детей с нарушениями требований безопасности. Микроавтобус направлялся из Гурзуфа в Симферополь с детьми без сопровождающих. У водителя не оказалось ни списка перевозимых несовершеннолетних, ни программы маршрута, ни соответствующих разрешений на их транспортировку от госавтоинспекции. Детей пересадили в другой автобус, патрульная машина сопроводила их до места назначения. В отношении водителя автобуса составлен административный протокол. Нарушителю придется заплатить штраф в размере 3000 рублей. Также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности организаторов перевозки детей, не обеспечивших сопровождение требований безопасности при их поездке в другой город. Магазин во дворе жилого дома. В Симферополе на улице маршала Жукова, 17 строят новый торговый центр. Местные жители считают, что работы ведутся в нарушение закона. В непростой ситуации разбиралась наша съемочная группа. Мало того, посмотрите, вот забор стоит. Ольга Астафьева, местный активист. В доме 17 на улице маршала Жукова она живет уже около 30 лет. Последние полгода борется со строительством магазина. Его возводят в 4 метрах от окон ее квартиры. Рассказывает, 4 месяца назад площадку перегородили забором. На этом работы и начались. Строят
точно по кадастру, но и уже ответила и служба стройнадзора, и прокуратура, значит, что они захватили 76 квадратов муниципальной земли. Никто на это не обращает внимания. Здание должно быть в 3 этажа и занимать 132 квадратных метра при домовой территории. В проекте запланирован магазин, кафетерий и аптека. В этом дворе и так тесно, возмущаются жители. Единственная дорога служит проездом к придомовой территории. Теперь по ней каждый день едет тяжелая техника. В тот раз нарушили они трубу, и мы без воды сидели, весь день без воды. Пришли, никого не наказали, подремонтировали, и снова работаете, ребята. В 100 метрах от нового торгового центра строят и второй магазин. Эти 2 объекта разделяет лишь детская площадка. Жители уверяют, о соседстве их никто не спрашивал. Вот он сгорнул все, здесь убрал все зеленое насаждение, у нас были фруктовые деревья. Вот так вот все. Здесь была дорожка, люди ходили. Там тротуар к 33-му дому. Теперь тротуара нет, дорожки нет, горы земли. И там на водоводе они строятся. Администрация города откликнулась на проблему жителей. Сейчас ей занимается стройнадзор. Прокуратурой района на основании поступивших обращений жильцов прилегающих многоквартирных домов проведена проверка по вопросам законности выполнения строительных работ по адресу маршала Жукова, 17А. По результатам проведенной проверки выявлены нарушения градостроительных норм и требований при возведении указанного объекта. В связи с чем по результатам проведенной проверки в службу государственного строительного надзора прокуратурой района внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении. Проверка будет длиться месяц, ну а до выяснения истины рабочие усердно трудятся. Надежда Исаева, Виталий Голубев, телеканал Миллет. Наш следующий сюжет приурочен к Международному дню коренных народов в Крыму. Этот праздник отмечается уже 5 лет. Особенно значим это день и для крымских татар. 2 октября 1967 года – день, когда первый крымский татарин прописался в Симферополе. О первых семьях, которые вернулись на родину после незаконного выселения 1944 года, Эльмаса Блакимова. За столом дружная семья 95-летней Шефихи Фазыловой. В Международный день коренных народов мира они вспоминают долгий путь домой, в Крым из Узбекистана. Вернуться им удалось в 70-е годы прошлого века. Прописала Шефиха Ханум в 1989 году. Сейчас она живет в селе Королево Ленинского района. Несмотря на тяжелую жизнь на чужбине, как и каждая крымско-татарская семья, Фазыловы прививали патриотизм и любовь к родине, возрождали крымско-татарские традиции, говорили своим детям о неразрывной связи с полуостровом. И вот уже 40 лет, как они вернулись к своим истокам в Крым. Пусть численность моего народа растет, пусть будут здоровы, живут долго, и в трудную минуту все поддерживают друг друга, помогают. Самое главное, чтобы был мир. Крым – это то место, где проходили бурные этнические процессы. Крымские татары – результат длительного многовекового этногенеза. На полуострове народ сформировал свое сознание, культуру и язык. Народов без корней не бывает. Каждый народ имеет свои корни, то есть место своего происхождения. Процесс формирования народа называется этногенезом. Он имеет, конечно, свои особенности. И вот крымские татары являются результатом длительного, многовекового этнического процесса, этногенеза. И место формирования крымско-татарского народа именно является Крымский полуостров. Несколько историй крымско-татарских семей, которые одними из первых вернулись на родину после мая 1944 года, описаны в книге Якуба Керима «Авдет». Ее презентовал в 2017 году медиацентр имени Исмаила Гаспринского. Здесь уникальные снимки семей, история которых описана в книге. Материалы для издательства Якуб Керим собирал 5 лет. В 300 экземплярах на крымско-татарском языке подробно описана жизнь 68 крымско-татарских семей. Архивный материал, уникальные фотографии, еще раз повторюсь, то есть показывают ту храбрость, тот героизм, с которым сталкивались, несмотря ни на что, наш народ, с которым сталкивались и, несмотря ни на что, продолжали жить и добиваться. Автор подробно рассказывает об истории Османа Мемета. В 1967 году он приезжает в родной Симферополь и пытается прописаться в доме, который купил сразу по приезду. Осман Ага прописывается 26 сентября в городе Симферополе, а 28-го его уже выписывают.
И несмотря ни на что, на многочисленные трудности, у него забирают домовую книгу и просто автоматически его выписывают с того дома, который он купил. Осман Мемет пишет письма с просьбами о заселении. После долгих тяжб его просьбу одобрили. 2 октября 1967 года Осман Мемет становится первым крымским татарином, который прописывается в Симферополе. Впереди еще десятки лет и тысячи крымско-татарских семей, которые вернутся на родину по зову сердца к истокам своей многовековой истории. Эльмаса Блакимова, Герай Абдуллаев, Дмитрий Низовой, Эльдар Заитов, телеканал Миллет. Региональная общественная организация «Межнациональный центр культуры и творчества женщины Крыма» и библиотека Гаспринского будут тесно сотрудничать. Сегодня прошло официальное подписание договора о работе. Теперь они будут проводить совместные библиогостиные, литературные вечера, семинары, мастер-классы и тренинги. Программа их проектов обещает быть насыщенной. По словам директора культурного центра, это хорошая площадка для знакомства с культурой разных народов. Наша организация – это тоже межнациональный центр культуры и творчества женщин Крыма. Ведь большинство женщин занимаются рукоделием, занимаются языковедением, занимаются художественными какими-то промыслами и так далее. То, естественно, для нас это очень важно здесь, вот в этих стенах, проводить какие-то мероприятия, посвященные именно межкультурной коммуникации. Также во время встречи прошла презентация 22-го номера женского журнала «Нинкиджан». Выходит он с 2011 года один раз в 3 месяца. На сегодняшний день его тираж составляет около 500 экземпляров. Это интересная публикация о народных промыслах и знакомство с творчеством известных фотохудожников. В новом номере можно увидеть работы литературоведов. Но самое главное, весь выпуск издан на азербайджанском языке. 30 тонн крымского мороженого отправили в Китай. Фабрика будет регулярно поставлять свою продукцию в Гуанчжоу. Секреты производства холодного десерта из натуральных продуктов в репортаже Дианы Бекмамбетовой. Эскимо дондурмасы бузатув машинасынан доғры конвейерге чыға. Бу ерде дондурма шоколадқа батырыла. Қырым фабрикасында татлылық ясаф үші бір дақыға біле тоқтамай. Эсасмаде элбетте суттыр. Молочко должно быть не кислое, свежее, охлажденное. После того, как кислотность анализ проверен, и мы подтвердили качество их свежесть молока, мы проводим ряд анализов, таких как плотность, белок, сома, жир, наличие воды, точнее ее отсутствие. За сутки фабрика производит 15 тонн мороженого. Крымский завод увеличивает объем производства. Холодный десерт впервые отправили в Китай. Там российское лакомство пользуется большим спросом. На этом складе хранятся специальные стикеры. В них указан состав и производитель на китайском. Это мороженое готово к отправке в Поднебесную. В магазинах Китая продают только соевое молоко. Коровье – большая редкость. Поэтому в Китайской Народной Республике любят российское мороженое из натурального сырья и желательно с добавлением фруктового джема. Они любят, во-первых, это орехи, фундук, арахис, как у нас на юге любят семечки в России, так у них любят арахис, можно так сопоставить. Потом цитрусовые вкусы. Сейчас мода в Китае, да, она во всем мире, мода на органику идет, на такие лесные продукты, это ягоды, черничные. Первая партия мороженого из Крыма прибудет в Китай 26 сентября. Цена за один десерт – 10 юаней. Это примерно 100 рублей. Крымский производитель планирует увеличить объем продукции в Поднебесную до 60 тонн в месяц. Диана Бекмамбетова, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. Ежегодный конкурс «Миллет Менлига», который полюбили наши зрители, продолжает принимать заявки участников. До 15 сентября каждый желающий может заполнить анкету на официальном сайте телеканала. Заявки принимаются по 12 номинациям. Путем голосования финалистов будут определять зрители и члены жюри. Торжественное награждение победителей пройдет в декабре в Крымско-Татарском музыкально-драматическом театре. За подробной информацией вы можете обратиться по телефону, который видите на своих экранах. Приглашаем к участию всех желающих. Достижения известных крымских спортсменов запечатлены в фотовыставке «Ребята с нашего двора», которая открылась сегодня в Симферополе. В экспозиции представлено более 20 стендов с фотографиями ведущих спортсменов и тренеров полуострова. На мероприятии были и сами спортсмены, которые открыли фотовыставку вместе с заместителем министра спорта Российской Федерации Павлом Новиковым и министром спорта Крыма Ольгой Тарубаровой. То, что сегодня вы сделали... Вот такое мероприятие, которое, кстати говоря, никто до вас не делал, это
ноу-хау, это ваша инициатива, то, что вы создали такую галерею. Ребята с нашего двора, это просто здорово. Ваше вот это начинание мы будем тиражировать по всей стране. Для жителей Симферополя и гостей столицы представлены 40 фотографий спортсменов и тренеров республики, которые своими победами прославляют Крым. Автор экспозиции – известный фотограф Сергей Стрельников. Выставка продлится до 21 августа. Это все новости на сегодня. В студии для вас работала Фатиме Сейдамитова. Всего доброго.